Когда мои оппоненты в YouTube под моими роликами пишут, говорят, почему ты, выдавая себя за казахского националиста, не говоришь на своем языке, а произносишь свои речи на русском, и предлагают мне уйти в казахоязычное пространство, я их понимаю. Они хотят меня нейтрализовать таким образом, чтобы я ушел и оставил их монопольно тут владеть умами, окучивать наших граждан, не встречая какого-либо противодействия. Они хотят с шахматной доски убрать меня как фигуру и думают, это такой вот ловкий трюк. Но я не намерен покидать русскоязычный YouTube. Я вынужден использовать русский язык, чтобы противостоять вот этим самым российским пропагандистам, путинской пропаганде, используя их же язык, используя их же оружие против них самих. Я бы и рад перестать записывать видео на русском языке, но, к сожалению, пока еще это не представляется возможным. Пока я еще вынужден им оперировать, его использовать как средство, чтобы противостоять этой самой путинской пропаганде. Если я уйду в казахоязычное пространство, то эти останутся здесь, безраздельно хозяйничая. Этого нельзя позволять. Второй момент. На казахском языке своим казахам мне особо нечего говорить о путинской пропаганде, как против нее бороться, как ей сопротивляться, как не дать ей овладеть умом, мозгами, потому как наши казахоязычные граждане и так-то, в общем, от путинской пропаганды защищены незнанием русского языка. Это не сколько иммунитет, а броня, вот незнание русского языка их и защищает лучше, чем что-либо другое. Потому как российская пропаганда большей частью использует именно и только русский язык. В отношении казахоязычных она пытается работать, но эта работа неуклюжа, незнание казахского языка, незнание менталитета казахского народа, его истинных устремлений, чаяний, ценностей не дает им разворачивать их потуги в полноценную информационную пропагандистскую кампанию. Поэтому они остаются в каких-то примитивных 2-3 темах, что вот какие-то тезисные, которые они не могут развернуть в полноформатные тексты. Набор их приемов скуден. В основном все вот то, что они вбрасывают в казахскоязычное поле, это какие-то такие простейшие, как амеба, нарративы, что билик сатқан, митинг кешырындар и вот ойбай Қытай. Вокруг всех вот этих 3 березок они крутят свои хороводы, не зная, как развить это дальше, как воздействовать на казахов. Перевод посредством электронных переводчиков все-таки не дает им возможности влиять на мозги, потому как они не утруждали себя десятилетиями ни во время советской власти, ни сейчас, чтобы узнать казахов как народ с его культурой, ценностями. Вот это их пренебрежительное отношение к другим народам сейчас против них и играет самих. Поэтому их пропаганда в отношении казахоязычных, хоть они и тратят туда значительные ресурсы, заводят массу фейков под казахскими именами, не работает так, как они хотели бы. Не работает так, как она работает в русскоязычном поле. И здесь надо понимать, что вообще путинская пропагандистская махина, ее внешняя политика на вот этом ките и держится. Вот защита русскоязычных, интересы русскоязычных. Все, что Путин строит в внешней политике, артикулируется вот к так называемой защите русскоязычных. Они пытаются апеллировать именно к русскоязычным, поэтому и блогеры наши, которые работают в российских интересах, они тоже русскоязычны.
И так как у нас русскоязычных еще в Казахстане достаточно, это 30% не казахского населения и какая-то часть казахов русскоязычных, в общем, дает порядка, наверное, 40% граждан Казахстана, которые подвержены русской пропаганде. Поэтому противостоять ей и надо на русском языке, а на каком еще. Поэтому я и прибегаю к русскому языку как к средству, как оружию, используя его как автомат Калашникова. Такие вот дела.